Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка. Для плодотворной работы сначала настроимся на урок. Для этого создадим клуб радости. А теперь, ребята, по цепочке пожелайте друг другу добрые пожелания. А я тебе желаю удачи. Паша, я тебе желаю здоровья. Я тебе желаю счастья. Нушан, я тебе желаю хорошей оценки. Ребят, я желаю тебе везения. Я желаю тебе здоровья. Жася, я желаю тебе успехи. Я желаю тебе хорошей жизни. Теперь я желаю тебе счастья. А я тебе желаю счастья. Аша, я тебе желаю здоровья. Ася, я тебе желаю много радости. Соня, я тебе желаю бесконечной жизни. Паныш, я тебе желаю успеха. Жанат, я тебе желаю здоровья. Я всем желаю здоровья. Молодцы, ребята! А теперь для дальнейшей работы мы должны разделиться на две группы. Ласточки садятся вот за первой партой. Трясогузки садятся за второй партой. Начать наш урок, ребята, я предлагаю вам посмотреть отрывок из мультфильма «Почему у ласточки хвост с игрушками». Внимание на экран. Ребята, мультфильм понравился вам? Да. Очень интересно было, да? А теперь, ребята, вам такое задание. На доске написаны опорные слова. Опираясь на эти опорные слова, вы должны создать высказывание на тему «Птицы – наши друзья». Ребята, опорные слова – это такие слова: птицы, человек, помогают, сохранение, природа, поедают, насекомые вредители. Вот, опираясь на эти слова, создаете высказывание. Готовы, да? Да. Молодцы, давайте начинаем. Птицы наши друзья, они приносят пользу садоводам и огородникам. Благодаря птицам на огородах намного меньше вредных насекомых. Молодец, правильно. Теперь следующая группа – трясогузки. Помогать птицам – это обязанность человека, потому что птицы – это представители природы. А природа – наш дом. Птицы – наши друзья. Они, птицы, уничтожают насекомых, спасая тем самым дерево и кустарники от вредных насекомых. Поэтому важно заботиться о них. Теперь, ребята, обратите внимание на иллюстрации. О чем и о ком мы будем говорить сегодня на уроке? Как вы думаете? Будем говорить о птице и о паровозе. Какой Максим Дмитриевич Зверев, мы узнаем из следующего видеоролика. Максим Дмитриевич Зверев, советский ученый, писатель-натуралист, автор книг о природе и животных, изданных в странах
странах СНГ, а также во Франции, Англии, Испании, Польше, Германии, на Кубе и многих других странах мира. Народный писатель Казахстана, дважды лауреат Государственной премии Казахстана, кавалер 4 орденов, член Бюро Совета старейшин и член правления Союза писателей Казахстана. Опубликовал более 100 научных работ, 3 монографии и более 20 научно-популярных книг, создал основы телеологии в Западной Сибири. Ребята, а теперь непосредственно будем работать с текстом. Сначала прочитаем текст. Читаем по цепочке. Пожалуйста, начинай. Что же теперь делать? Паровоз вздрогнул и плавно покатилась по рельсам. Ласточки испуганно влетели и с криком Испуганно вылетели. испуганно вылетели и с криком закружились в воздухе. Первое испытание. Из трубы паровоза заклубился дым, а по бокам зашипел белый пар. Ласточки не обратили на этого никакого внимания. Все чаще и чаще влетали они в будку, хотя там было уже 3 человека с кочегаром и по помощникам. Было ровно 3 часа, когда Синицын подал паровоз на первый путь. Вы должны заполнить вот такую таблицу. Сначала вы выписываете ключевые слова рассказа, затем определяете тему и основные мысли рассказа. Понятно, да, задание? Пожалуйста, работаем. Вот вам таблица. Следующая таблица – группа красоты. Ребята, понятно, да? Сначала выписываем ключевые слова, и с помощью этих ключевых слов вы должны определить тему и основную мысль рассказа. Так, ребята, готовы, да? Хорошо, молодцы. Вы готовы, ребята? Пожалуйста, выходим, защищаем. Слова. Паровоз, машинист, гнезда, ласточки, птенцы, охрана, домки. В рассказе говорится о верности дому, о человеческой доброте. Молодцы, правильно, молодцы. Читай, Маржан. Ключевые слова: ласточки, гнездо, паровоз, машинист, забота, доброта родителей. Молодец. Темой рассказа является бережное отношение отец к своему потомству. Потомство. Правильно, молодцы, ребята. Задание. Ответьте на вопросы. Сначала вопрос группе «Ласточки». Слушай внимательно. Первый вопрос. Кто такой Синицын? Ну сюда. Синицын машинист паровоза. Молодец. Нужно так. Группе Трясогузки. Слушай внимательно. Что услышал машинист в паровозной будке? Кто ответит? Жасмин. Будки машинист услышал писк птенцов. Молодец, Жасмин. Молодец. Ребята, следующий вопрос в группе «Ласточки». Слушаем внимательно. Когда началось первое испытание для птиц? Кто ответит? Пожалуйста. Мирамбек. Утром началось испытание для птиц. Первое испытание, да, для птиц? Хорошо, молодец, Мирамбек. Вопрос в группе Трясогузки. Где было прикреплено гнездо? Кто ответит? Хадиша. Гнездо было прикреплено к потолком будки. Правильно, молодец, Хадиша. Правильно. В группе «Ласточки». Что устроили птички, пока стоял паровоз? Ребята, кто ответит? Жанна. Пока стоял паровоз, птицы устроили гнездо. Молодец, правильно. Трясогузки. Почему ласточки следовали за паровозом? Ребята, почему? Пожалуйста, Нурислам. Потому что там была и гнездо, и их птицы. Правильно, молодец, Нурислам, правильно. Проведем взаимооценивание. Пожалуйста, группа «Ласточки». Оцените ответы группы Трясогузки методом большого пальца. Как вы оцениваете?
Молодцы. А теперь группа Трясогузки. Оцените ответы группы Ласточки. Хорошо, молодцы. Вы, наверное, подустали, да? Давайте проведем 5 минутку. Все встали. И вот последнее задание. Это задание направлено на то, чтобы вы заполнили литературную пирамиду. И с помощью литературной пирамиды мы узнаем, насколько вы поняли сегодняшнюю нашу тему. Послушаем защиту первой группы. Первый. Синицын, машинист, добрый, рельсы, будка, машинист. Ласточки, синицын, будка, машинист. Гнездо, птицы, паровоз, будка, синицын. Ферорич, 3 часа, трова, Слушаем птенцы. защиту второй группы. Первое – синицын. Второе – добрый, любознательный. Третье – станция, паровоз, пути. Четвертое – ласточки, гнездо, паровоз, работа. Пятое – нашло, кормит, птенцы, будка, осмотр. Шестой – кричат, маневр, влетает, следовали, кружились, кормили. Седьмой – помаленку, пригнулись, испытания, виноваты, внимания не обратили, отправление. Урока при помощи рефлексии дерева успеха. Перед вами лежат стикеры, яблоки 3 цветов. Если вам понравился урок, но не совсем справились, берете желтые яблоки. Если было скучно и ничего вы не поняли, берете зеленые яблочки и прикрепляете на дерево успеха.